Сегодня в Музее чувашской вышивки стартовал фестиваль «Орнамент-фест Эреж». Учителя-рукодельницы со всей Чувашии соревновались в умении красиво и аккуратно вышивать. С конкурсантками познакомилась наша съемочная группа. 17 конкурсанток, иголки, нитки и 5 часов времени. Задача максимум – создать индивидуальную композицию из 8 видов чувашских узоров. Некоторым техника, по которой стежок за стежком можно воссоздать конкретный орнамент, даже не знакома. Но они уверены, что упорство и труд все перетрут, а советам всегда помогут старшие мастера. Наталья Яковлева чувашской вышивкой заинтересовалась всего 2 года назад, так что справиться с заданием ей сегодня было непросто. Вот этот узор для меня – это новый узор. Это для меня незнакомый узор, поэтому я сегодня теряюсь. Впрочем, и некоторым опытным мастерицам выполнить узоры тоже показалось сложным. 74-летняя Феня Запорожская в этой компании рукодельниц единственная не представляет никакое образовательное учреждение. Хотя постоянно проводит мастер-классы по вышиванию подрастающему поколению в Иркутской области. Чувашскую вышивку она любит с детства. Вышитые еще в Маргаушском районе руками ее матери сурбаны – это национальный головной убор чувашек – женщина выставляет на смотр жителям Иркутска, устраивает выставки в Доме ремесел, рассказывает детям о чувашской культуре и быте. А сюда приехала сама получить новые знания. Вот сегодня, даже находясь на этом мероприятии, мне кажется, даже можно сделать подиум. Посмотрите, у всех разные костюмы. Это же вообще прелесть, это красота. Это не так просто вышивать, не очень. Это трудная работа. И пальчики работают, и голова работает. Это надо знать, это своего рода арифметика. Организаторы фестиваля «Фонд Родина наследия» и Чувашский национальный музей при поддержке Министерств культуры России и Чувашии рассчитывают, что новый проект будет способствовать укреплению творческих связей между мастерами и деятелями культуры из разных регионов страны. Миссия нашего фестиваля – это прежде всего открытие. Это объяснение в любви к мастерам, которые веками творят, передавая из поколения в поколение чувашскую вышивку. Да. Это объяснение в любви к чувашской земле, к ее труженикам и, конечно, к тем мастерам-ремесленникам, которые есть гордость чувашской земли. Сегодня я с радостью узнал, что, может быть, и наш фестиваль к этому подтолкнул, что уже на подходе решение, чтобы ежегодно в республике отмечать День чувашской вышивки. Я считаю, это очень правильно, этим нужно гордиться. Сегодня номинацию «Учитель мастера на все руки» получила педагог чувашского языка 60-й Чебоксарской школы. Именно ее работу признали лучшей. Екатерина Храмкина, Алиса Александрова, Вадим Владимиров, Вести, Чебоксары.